Әрбір қадын дүлбер киінмек ве көзел олмақ севе. Антерчеклер, кофтачықлардан ғайры қызлар чешіт елтірахан безеклеріні бегенелер. Әрбір қызның, қадынның илванлары чоқтыр. Ләкин ел-елдан елтірахан юзуклер, сырғалар ве білізліклер де өз түсіні жоя екен. Ама бұна ел бермемек үшін бір қач қайделеріні білмек керектір. Ювелирные изделия из золота и серебра, они имеют свойство окисляться. Поэтому, если в первую очередь правильная носка, то есть если вы делаете уборку, используете какие-то химические вещества, которые могут повлиять на металл, то лучше в это время снять кольцо. Если вы собираетесь пойти в спортивный зал, и ваше колечко тонкое может погнуться от физической нагрузки, то тоже лучше на это время снимать колечки. Также стоит учитывать, что хранение ювелирных изделий должно быть тоже определенное. Желательно, чтобы это было помещение, где нет повышенной влажности. То есть в ванной комнате нежелательно хранить украшения, потому что от повышенной влажности изделия могут окисляться. Желательно хранить в специальных коробочках, либо на открытом холдере бывает навешивают так украшения. Точно так же, когда вы используете парфюмерию, желательно сначала нанести парфюмерию, крема, все, а потом уже одевать украшения, потому что в момент, когда вы брызгаете парфюм, может попадать на цепочку, и, соответственно, она тоже может вступить в реакцию, если там есть какое-то вот такое вещество. Особенно это касается серебра. Әлбетте, не қадар мұқай толып илванларны тақмасақ да, олар әббір кірленіп тұсыны жоя. Бұның бірінші себебі бұл ярықтыр. Қиметлі ташлар есе қарара ве өз реңкіні жоя білелер. Қойымчыларның фікірлеріне көре оларны әр күн мақсус без чүкнен сүртмек мұйымдыр. В домашних условиях, безусловно, можно чистить украшения, можно чистить обычной теплой водичкой с добавлением моющего средства. Также рекомендуется всегда щеточкой прочищать особые места, вот где закреп камней, чтобы доставать оттуда излишки, если какие-то загрязнения попали. И можно использовать специальные чистящие растворы, которые продаются в магазинах ювелирных. Специально отдельно бывают растворы для золота, отдельные растворы для серебра. Еще используют настырный спирт. Он имеет специфический запах, поэтому если вдруг вы решите чистить с настырным спиртом изделие, то, во-первых, оно разбавляется 1 к 1. Это должен быть более слабый раствор. Во-вторых, желательно это делать где-то на открытом воздухе, чтобы запах так сильно не чувствовался. Обязательно после того, как вы почистили, промыть под проточной водой и дать изделию высохнуть. Қатты демір фырчыларны, чамашыр тозыны, йод ве ацетонны қоланмақ олмай. Мутихасысларның айтқанларына эмиет беріп, дайма сіздің илманларыңызны елтірап, сізні қувандырсынлар.